Здравствуйте, на календаре 31 декабря. В прямом эфире последний в этом году выпуск новостей. В студии Саид Ахматов и Луиза Хтуева. Корреспонденты информационной службы расскажут, чем запомнился уходящий день и как республика встретит 2017. В Грозном сегодня состоялось погребение останков 109 человек. Это погибшие в первой чеченской кампании. Массовое захоронение было найдено еще 2 года назад в ходе поисковых работ. До сих пор тела находились на экспертизе. Отмечу, это довольно трудоемкий процесс, который занимает много времени. Перезахоронение прошло сегодня по всем требованиям ислама. В нем приняли участие Рамзан Кадыров и представители духовенства региона. С места передает наш корреспондент Лариса Джабраилова. Согласно канонам ислама, останки человека, даже найденные через много лет после его смерти, нужно хоронить в строгом соответствии с правилами. В частности, обязательно их омовение. Поскольку сюда были привезены 109 тел, подготовка их к погребению заняла несколько часов. Два года назад в Октябрьском районе Грозного было обнаружено массовое захоронение. Чтобы установить личности погибших, Министерство обороны Российской Федерации провело ДНК-экспертизу. Выяснилось, что это останки чеченцев, погибших во время Первой войны. Сразу же было принято решение вернуть их на родину и захоронить в соответствии с канонами ислама. إباع إسك حتسوى الوقتين أدم بودي سندوش طلب ليش ده شكيتش ده شمرت شو يوقع عرشوش أوش دعبوركش دوخ شتا نشتولش داش ذكر دولش أستيبنا دعبوخش تابع إسكو رزق الوش دالا تيرا غاز وش قبول ديل دال سانجيش ديل رزق الوش دال دي كان سبيخ خنبول ويفتش رمضان عجنا هنا الشيء تغنا وشيدين كانومر هور شيدين كانومر يو شي سغوين والش olsaga شيدين كانومر سانا شيسك سويق عوات حاج اتو болш хыргу. Из более чем 160 тел пока удалось установить личности только 2. Родственники уже забрали их и предали земле. 94 год, Авайнер Траваш Батаев Висита Абуизитович. С тех пор хушум да царар тайшишодар ох Ильюха مصومت ديالها دينكا نين دينكا دعدلير يتقدا بعرزي بسنير اشت اللي يخش يخلون قادل هين تصوالينا أو تصوالين شيء يرتعبلن سعديك وتر ديريس خيل حقتشانا غدنا غنا قصلدنا. Здесь же провели обряд зикры, совершили намаз. Тела 109 человек доставили из Ростова накануне. Оставшиеся будут привезены в республику в течение года. Посетил кладбище Рамзан Кадыров. Глава Чечни прочитал дуа в память о погибших и отметил, что война приносит в семьи только горе. Поэтому мы, как никто, знаем горькую цену достигнутого мира. Hoş, ben istek mufti adam, der zalog anu mufti smaller dan, davertine, de la nacht die bekken şey dan, ook şey kiert lu moso bu, mich davel mu schema yo, mich schena dan, şine guy haj, hoka hayi şolçuna, izdan kariş dan, izdan hoka, mich au moso ma, ki şol sodan, dan, ki iştan, ya bol beş do dan hada dan. Aktana ده was وين مو بوشلا دانه كش بارز خلش دانه ول چند دانه شین براتي خردو دانه لا دانه وي دانه دا كويسن وي ودني عديت بقوا يا توي وي دلش اوله وقع وي نا وصل دا حوصلدو ابو ديش دك هر دان ابو هر دان ابو ويت ابو يو ابو دان سكت وعول دا دان قطعت ابو دا تويل كوي دان نص بلشان دانه جاتش تويل دا وي تخوي ول دوزر هي الجوع قيتم جوع بوش قادن ويلي دون عام بين قيو دون دار إيمان ويلك ويدون طبعا وين خزاميو دون برات زاميو دار مولا ويدون نوشي جوع شريعة طريقة دوش دون وران سنة دون لردش عادش دون وداخل دو يا دال دون تاكل بقيت ويلك ويدون دال بقيت ويلك ويدون طبعا قوش دو وين دقن ولا دون كش داك ميل خلدو دون echt dan het emo dan dat boek is shots mel nog naar shit naar dat boek is shots mel naar hizin we dan
قش داك شوش دان داك تجت خاطر شوش دان شي بيش اول شوش دان اي سنريات شوش دان تدل دانه إذا قناع شنو إيمان دولش يحيل جال لا خلوش دوش لكن هم يوتون دولتن ولا تيوا دال دانه لا دور ويعرض دان ده رز خلوش ما سنة أحيي كنا دان ده شيء دادو دان Leer is gewoon geel daar die kan spelen boy is به بيرنت إذا يجي سواش نير بارس باخش حدث دقلي غير سواش كريسة خسيت ونار ناخ حكريشة حنيسكا شا وكل دروسيش بوضع حاجة ساخي دوك داون عادن ريز خلص ليش كان دغير شلو دان دول بارس болш تقوت чурт долш докомдо. В течение всего дня сюда приходили люди, потерявшие в ходе войны своих родных и близких, в надежде узнать какую-нибудь информацию и, быть может, установить среди останков родственников. В 2002 году Давиган Шиуса, Вашау Анту, Алиев Абу Адамович, Вашу Казалиев Саид Бахаевич, 79 год рождения, Анту. И тахан лерч дина атайп ихдойла ля хауса хайсан массу метти хулчак дойла يختيفنا دقي حكلا ده كنا بوكن حكن نار حيوكس دولة تودا بعد بخلديز ديل ديز خلقيت بول بنتنا يوش دابو كنا إذن ديل ده رقستان ساتين ده حكدين أتوقع إز كان دعوة خلصونا دين ورشوين سن دويزنا سونا فرختو يرى تخن ويا ديسيتش باتشا حقوق دينا قوي ديلا دينا دو حقوق لتسو دينا ديريس دا الميلي دي قطع содействовать мелвинчу. ДНК-тест позволяет установить даже 6-ю степень родства. Это, к примеру, троюродные братья и сестры. Все это вселяет надежду, что свыше 1,5 сотен семей смогут узнать о судьбе своих родных, которые в военные годы пропали без вести. Лариса Джабраилова, Мансур Саев и Джамал Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Новый дом под Новый год. В преддверии праздника семья из Гудермесского района получила в подарок жилье. До сих пор Султановы проживали в доме, где не было никаких удобств. За помощью главе Чечни обратился 10-летний Рамзан Султанов. Строительство было начато незамедлительно. Теперь Новый год семья впервые за долгое время встретит как положено в большом и уютном доме. Новоселов поздравил и наш корреспондент. Семья Султановых не может поверить своему счастью. Об их трудной ситуации стало известно 30 ноября, когда самый младший из братьев Рамзан обратился за помощью главе республики в Инстаграм. Ответ не заставил себя долго ждать. Уже на следующий день были начаты работы. Все расходы на строительство дома взял на себя региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Рабочие трудились круглосуточно. И сегодня, спустя месяц, поздравить счастливых новоселов прибыл глава администрации Гудермесского района Вахид Усмаев. Instagram страницы дана са хизмоденер ичу души дана дана даче дана ше долш долцино дана сажим цино дер ше зимлангер ечола дехки лахачил يرجع هو بلاجنير الباتش خدان زي هاو حاجه وكان مباخر دانا وياز مدر دانا باتر دي صاد دانا فون يمين احمد تاجي كدر دانا ايمان فون دير سرغي دي غير دايتن داش بوت خان سيل دانا طيب بر استينا دانا هنا Siin was Hollandse dan coach dan dalen is door gelid wel zo. Siin was dan dalen bed gedaan gelid ook dan. Maar nu dal zaal ook was ook. Затем гости осмотрели дом. За последние 3 года Султановы лишились обоих родителей. Одна из сестер осталась вдовой с 4 детьми. Вместе им приходилось учиться в приспособленном жилье. Жилье располагается на территории 8 соток. Площадь самого строения 210 квадратных метров. Оно включает в себя 7 просторных комнат. Каждая из них полностью обставлена мебелью и необходимой техникой. К дому подведены все коммуникации. Султановы отмечают, что и представить не могли, что Новый год они встретят в таком большом доме. رمضان كدير وسألت داش ديالوغ شو غدير زنا داس قضاء دويت يا إبوش جو خزق خيتير خينا دانا انسخلاريتر وضو قينا واستخلاريتر جو دقيدينا تدويلي بق دويت يا حد يلت بوش ستيش الله رزق دي رزق خلص رمضان كدير ونا تنان أيمانينا إذن دير لا مكش ماش ليلة جنين وما قلت صن إذن دير رمضان كدير
Телес халон, чо докок тенатон. Я знаю, сир ответить тела. Телес халон, чо докок тенатон. После смерти отца вся ответственность за близких упала на Дукваху Султанова. Молодой человек, дабы прокормить семью, работал на стройках. Рассказывает, насколько опасно было находиться в доме, в котором жила семья из 8 человек. В любой момент крыша могла рухнуть и поранить кого-нибудь. Более того, жилье находится рядом с железной дорогой, и постоянные шумы проезжающих поездов доставляли дополнительные неудобства. حديقنا أخشيسن لجيني دعديو دير باش تروي ترديق دغر نستد أو شنتيو تعاش تبرش تجورش خل دعتر دل دخشتر بقنش لا تعبي شر بيش ملا شلت دل تخش ميجانش دعدي شوش خزتي نوشتنا مصاي معنا رمزان دراسة. Ну а жизнь в новом доме начали с восхваления Всевышнего. Приглашенные богословы, родственники и соседи вместе прочитали мавлид. Магомед Ламаркаев, Руслан Яхяев и Зелим Закаев. Новости. Тройной праздник сегодня у жителя Урус-Мартановского района. У Байсангура Зукаева Новый год точно начнется с чистого листа. История парня немного схожа с нашими предыдущими героями. Он с детства остался без родителей и долгое время жил у родственников. Но в канун праздника чудо все-таки случилось. Руку помощи протянул региональный фонд имени первого президента. Байсангуру сегодня вручили ключи от дома, а также сыграли свадьбу. На ней побывала Седа Сапарова. Настоящее новогоднее волшебство. Никак иначе. Именно так родные и близкие Байсангура Зукаева говорят о случившемся. Молодой человек, оставшийся сиротой еще в раннем детстве, воспитала которого сноха, обрел, наконец, долгожданную крышу над головой. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يالله الله ديلا شي لين غديش ويال إشي ليا شي بوصل بيشن غديش ميلو يال أقا إشتا ويبتشاها ديل ريز غيلتنا مثلا أتن كيغ قوش يرسن دوشتول شومنا سنغتم خويل أقا شين تقياتشن دوشتول شومنا أنا لا دو ديل ريز غيلا دال يالو يلا 4 просторные комнаты, вся необходимая мебель и коммуникации. Дом был построен за рекордные 30 дней на средства регионального общественного фонда имени Кадырова. Однако новый дом стал не единственным подарком. Байсангур Зукаев сегодня обрел еще и собственную семью. Свадьба состоялась в одном из ресторанов Урус-Мартана. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд. Поздравить молодоженов прибыли не только родные и близкие пары, но и официальные лица. О том, как сложно воспитывать маленьких детей, Саду Зукаева знает не понаслышке. Именно она подняла на ноги Байсангура Зукаева и его сестру, воспитала как родных детей. Поэтому подарок фонда сегодня она воспринимает как личную победу. طبعا كديرة ورمزان سي أيمان سي دوق سوخ تنقصك أنت نسوني دنيا إن شاء أخيرا دويتي تخوشني تينو هما الخير تخوشني وزنديلا إي أيماننا رمزان كديرنا وزنديل وقنديلا إسن بوبيش ساغا دوقش تينوش داش ليش بولشان دال إحتو بويل مسيرة سير وزنديلا دال ساغا دويل سير وزنديلا مصو هما تار ميال داشتوك دانا ندوش وما فيني عبالني تعنا نلايل كان فر بيسنجور بوش إيمان إسلام حلقي نو ديش نو شو عمت بوش شيء يشي تصور تعاش فريق أنت تان دقم دات أتصل خصمين شو خصم نانا يول شاد دع ديرزوش تان أتصل خزا صوتش. Фонд имени Кадырова в уходящем году организовал множество свадеб. Благодаря его финансовой помощи десятки малообеспеченных пар со всей республики смогли связать себя узами брака.
زود يالو نيس قوتشو شو زود ريبال بويل ال أخ نيس سقوتشو نه إنسان تا غادي يحتاجوال وصل نخ سر قويتشش وصل قلر وصل دواق قلر وين بتشح رمضان حاج وخارج الحق زود ريبال شو ما قاعد قهم قلر خوي هو رأي وأنا حق التبقيت زود يالو شو دوق زود ريبال إذا مال دقهم ده شحات أنا جيمسك دهنا قلت وادر وصل الدنيا حد عقد زود يارينا يسكتشوير شخصون خاء شا هنا دوزل قلب سمع شيء خيل شا خارج على التوازيل خاصون أخشى شيء بوابش تدخل عوديس سند إلى هردق وقته وصل ده شا متاع بيرت كبيرة. Вопрос, где встречать Новый год, для Байсангура Зукаева теперь решен. Новый просторный дом, а главное, его собственная семья – еще один повод поверить в то, что чудо существует. И если от всей души просить у Всевышнего исполнения желаний, они и в самом деле сбываются. Седа Сапарова, Магомед Сулейманов и Джамалай Худжалиев. Новости. Новый 2017 страна из-за разницы в часовых поясах отметит 11 раз. Также известно, что по всей России пройдет более 80 тысяч праздничных мероприятий. Чечня тоже не остается в стороне от масштабного торжества. Действительно, центр Грозного превратился в большую площадку развлечений. Сюда с самого утра съезжаются жители со всех уголков республики. Чем в этом году удивят грозненцев и гостей столицы и как ведется подготовка к главному празднику, выясняла Лейла Мамакаева. Еще несколько часов назад можно было произнести знаменитую фразу: в Петропавловске-Камчатском полночь. А значит, там уже живут в 2017-м. Ну а пока столица нашего региона только готовится к празднованию Нового года. Жители столицы как раз сейчас пришли на площадь города, артисты готовятся к концерту, организаторы работают над световым шоу. А на аттракционах можно покататься, не дожидаясь вечера. Самый популярный вот этот паровозик, пассажирами которого становятся целые семьи. Дед Мороз, тебя я жду, так подарочки хочу. Он себя я хорошо не обидел никого. Дорогие наши жители, с Новым годом вас! Гости нашей республики, поздравляем вас с Новым годом, желаем вам счастья, мира. Самое главное, чтобы не было у нас войны, чтобы мы были живы, здоровы и счастливы. Республика встречает праздник миллионами огней. Столица региона впечатляет красочным убранством, изюминку которого добавляет национальный колорит. Число желающих встретить Новый год здесь, в центре столицы, уже впечатляет. А ближе к полуночи здесь и вовсе будет негде яблоку упасть. Праздник будет проходить в лучших традициях. После обращения президента страны небо над Грозным озарят яркие фейерверки. Пока основные моменты торжества держатся в секрете, но уже очевидно, что тем, кто не занят приготовлением к празднику, усидеть дома будет сложно. Организаторы уверены, что пришедшие сюда, на площадь столицы, точно не будут разочарованы. Лайла Мамакаева, Расул Мусаев, Турпал Байраев. Новости. Мы продолжаем отчитывать время до главного торжества. Куранты пробьют ровно через 2 часа и 40 минут. А до сих пор в центре столицы продолжают собираться жители республики и ее гости. Известно, что здесь состоится масштабное новогоднее представление. Сейчас на месте работает наш корреспондент Рамзан Керимов. Он и расскажет подробности грядущего праздника. Рамзан, какая атмосфера царит на центральной площади? Здравствуй, Луиза, здравствуй, Саид. Праздник к нам приходит, и об этом свидетельствуют тысячи людей в центре Грозного. Люди сюда идут целыми семьями, здесь ждут театральные постановки, торговые точки, аттракционы для детей. Кстати, о них давайте послушаем самых маленьких жителей республики. С нами 10-летний Юсуп. Юсуп, как дела? Нормально очень. Как настроение, Юсуп? Что тебе здесь нравится? Радостно. Здесь большая нарядная елка, много людей, большая сцена. Здесь много аттракционов, батуты. Здесь детям очень нравится, очень весело здесь.
А с кем ты пришел, Юсуф? Я пришел с родителями, братьями, сестрами и с моей тетой. Хорошо, спасибо тебе, Юсуп. И с нами еще один маленький житель республики, это Юнус. Юнус, как твои дела? Как ты себя, значит, нравится тебе здесь? Как настроение? Хорошо, отлично. А с кем ты пришел сегодня, Юнус? С матерью, и с бабушкой, с сестрой и с братом. А что тебе больше всего здесь нравится, Юнус? Песня и кафе. Еще елка красивая. А ты хотел бы что-нибудь пожелать жителям республики? Ну, Юнус немного растерялся, он впервые дает интервью телевидению. Спасибо тебе, Юнус. Значит, на фоне у нас, как все видят, елка. Наша грозненская елка из года в год бьет все рекорды. Она является одной из самых высоких. И уже не первый год она является центром притяжения для многих жителей республики. И не только для жителей нашей республики, но и для многих туристов и гостей из других регионов. Давайте, собственно, послушаем, какое настроение царит сегодня среди собравшихся. К нам, значит, присоединяется Фатима. Фатима, пожалуйста. Фатима, рядом с нами, сейчас она к нам присоединится. Итак, Фатима, здравствуйте. Повернитесь немного в камеру. Фатим, скажите, пожалуйста, какое настроение, с кем вы сегодня пришли? Я пришла со своей семьей, настроение отличное, праздничное. А что вам больше всего здесь нравится, Фатим? Мне здесь все нравится. Все. И елка нравится, и люди нравятся. И вообще наша республика вся в целом нравится мне. А что бы вы хотели пожелать вот в Новый год жителям республики? Я желаю жителям нашей республики прежде всего крепкого здоровья, успехов в жизни, что можно пожелать самым дорогим людям на этом свете. Хорошо, спасибо, Фатима. С нами была... Хорошо, спасибо, Фатима. С нами была Фатима. Спасибо большое. Итак, на данный момент перед зрителями выступают звезды чеченской эстрады. Ну и буквально через пару часов традиционно небо Грозного озарят огни фейерверков, которые ознаменуют собой окончание 2016-го. И Чечня вступит в новый 2017 год. Коллеги, вам слово. Спасибо, Рамзан. Я напомню, с нами на прямой связи с Центральной площади был наш корреспондент Рамзан Керимов. Впрочем, праздничная атмосфера царит во всех населенных пунктах страны. Новогоднюю сказку в каждом субъекте создают по-разному. Кто-то остается верен традициям, а кто-то отдает предпочтение оригинальным атрибутам. Например, в Хабаровске главную новогоднюю красавицу заменили железными конями. Водители выстроили елку из 97 автомобилей, тем самым побив рекорд Челябинска. В республике тоже прошли своего рода состязания, только по праздничному оформлению между Аргуном и Гудермесом. Как думаешь, кто стал лучшим? Это мы узнаем у нашей коллеги Аси Халимовой, которая выступила в качестве независимого судьи. К новогоднему торжеству в Гудермесе начали готовиться еще задолго до праздника. Центр города украшает 42-метровая лесная гостья, которая является гордостью горожан. دوش دلسوش ساق نش دان هیچ دان امانوس ماشي عندنا لقا هیچ دان زون اینورماتی دان هیچ امانوس دان برونی دان دا بیشن دان تینوش نیست هم بات تینوش دیدن بیش تو دارن ایبا بیزو دان دوکو دان دیزر دان چک دیر دوش دوکو دان دیکنش دیش امانوس زون دل امانو دیگلیلا ایش دا ویروس بول کامیل بیس بول باهر وای دیگل بالا
А в соседнем Аргуне главный атрибут Нового года, хотя и чуть ниже, 26 метров, но тому, как она украшена, белой завистью завидуют в Гудермесе. Так считают жители Аргуна. Новогоднюю красавицу украсили самыми современными гирляндами, которые специально заказали прямо из Москвы. Наша елка аргунская, самая красивая елка. Я считаю, наверное, самая красивая елка. Почему? Потому что она находится рядом с самой лучшей и самой большой мечетью в мире, так можно сказать. Мечеть имени Аймани Кадыровой. В Гудермесе же гирляндами украсили не только елку, но и все улицы. Позаботились также и о тех, кто придет на праздник. Для них на центральной площади открылось кафе, чтобы гости могли зайти погреться. Я бы хотела поздравить всех жителей города Гудермеса в первую очередь с наступающим Новым годом. Желаю счастья, любви, добра и чтобы счастье никогда не покидало их дом. И еще хочу поздравить, конечно, всех жителей Чеченской Республики с наступающим Новым годом. Зато в Аргуне считают, что их культурная программа намного круче. На главной площади запланировано выступление артистов чеченской эстрады, а также коллективов местного дома культуры. Концерт будет длиться до конца года, а точнее до часу ночи. Спор двух городов понятен. И в Аргуне, и в Гудермесе к празднику подготовились по-своему оригинально. Но есть и то, что их объединяет. Это новогоднее настроение. Ася Халимова, Альви Ибрагимов и Турпал Байраев. Новости. Как Новый год встретишь, так и проведешь, гласит народная мудрость. Поэтому это торжество всегда сопровождается традиционными праздничными мероприятиями, фейерверками и народными гуляниями. Однако только с виду празднества кажутся одинаковыми. В разных районах в него вносят национальный колорит и обычаи того или иного населенного пункта. Слово Тинатин Музашвили. Предновогоднее настроение проникло в каждый уголок нашей республики. Народные гуляния проходят во всех населенных пунктах. Провожать старые и праздновать наступление нового 2017 года в Шалинском районе начались с самого утра. В 12 поселках Урус-Мартановского района поставили праздничные елки. Каждый из них соревновался, у кого же выше и краше получилась главная новогодняя красавица. На центральной площади района Дедушка Мороз с сказочными персонажами развлекали посетителей. Здесь же состоялся голубой огонек. Именитые звезды чеченской эстрады представили зажигательную концертную программу. Празднование посетил глава района вместе с соратниками и активными жителями, которые приняли непосредственное участие в развитии и улучшении района. А в поселке Гихи для детей устроили настоящую сказку. Ежегодно 31 декабря во дворе Ахмедхановых собираются самые маленькие жители села. Дед Мороз и Снегурочка вручают каждому из них сладкие подарки и игрушки. Новый год – это такой праздник, когда всем людям стоит повеселиться и вселиться в сказку, воплотить свои мечты. С Новым годом! Новогоднюю ночь в Шелковском районе тоже встретили зажигательной лезгинкой. В народных гуляниях принимали участие десятки людей. Тинатин Музашвили, Седа Сапарова, Тимур Хайдаров. Новости. Настоящий новогодний праздник прошел и в одном из домов культуры Грозного. Мэрия столицы организовала для ребят торжественное мероприятие. К сожалению, теплые слова поздравлений, сказанные в свой адрес, участники утренника слышали только с помощью сурдопереводчика. Тем не менее, праздник прошел в очень радостной и доброжелательной атмосфере. Свидетелем этого стала Марха Ахмадова. Как и во всех новогодних сказках, все начиналось хорошо. Конечно, не обошлось и без вмешательств отрицательных героев, которые пытаются всегда испортить праздник. Постановкой спектакля занялась народная артистка Чеченской Республики Джамиля Шахпазова. Нам сказали, что нужен сценарий на новогоднюю елку, и он должен быть небольшой. И мы подумали и решили все вместе, что будет хорошо, если это будет чуть-чуть усовременено.
сказки, многие театры поставили наши. И мы подумали, что будет так интереснее. Чтобы помочь найти внучку Бабы-Яги, герои сказки позвали на помощь певицу Ларису Садулаеву, потому как, услышав песню, внучка злой волшебницы Ягуша сразу же выдаст себя, пустившись в пляс. Несмотря на плохое поведение Ягуши и внучки Киморы, Дедушка Мороз их простил. Добро победило. После завершения спектакля герои из новогодней сказки раздали детишкам сладкие подарки. Пользуясь случаем, участники новогоднего представления поздравили всех жителей республики с наступающим Новым годом. Я хочу поздравить с этим праздником всех жителей нашей республики, чтобы у них были всегда успехи в учебе, в делах, в работе. Желаю им самого наилучшего, и чтобы этот Новый год стал для них самым лучшим и чудесным. Мне бы хотелось поздравить всех жителей нашей республики и всех граждан нашей необъятной России с Новым годом. Желаю всем хорошего настроения в Новом году и желаю всем здоровья и счастья. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю успехов в работе, в своих делах, в учебе. С Новым годом! С новым счастьем. Мэрия Грозного такие праздники устраивает ежегодно. Дарить детям тепло вошло в добрую традицию. Марха Ахмадова, Халид Мавсаев. Новости. Луза, интересно, а где это большинство россиян будут встречать Новый год? Кстати, этим вопросом я уже задавалась. По данным исследования, проведенной компанией «Ростмир», большая часть россиян, как всегда, собираются встретить Новый год дома или на даче в кругу семьи. В гостях у друзей будет каждый четвертый, еще 10% собираются веселиться в ресторане или путешествовать. Ну, видимо, поэтому сегодня так многолюдно и во всех районах нашей республики. А как отмечали праздник воспитанники социальных учреждений, расскажет Хадижа Гугуева. 7 лет из своих 27 Элина Бачаева посвятила грозненскому предприятию для глухонемых и слабослышащих. Она работает здесь швеей-мотористкой. Искусное владение шитьем не единственный талант девушки. Не имея возможности ни говорить, ни слышать, Элина может исполнять музыкальные композиции на языке жестов. В очередной раз продемонстрировать это мастерство девушка решила на новогоднем празднике в стенах учреждения. Учить песню было несложно. Свою песню она запомнила за 2 дня. Кроме этой песни у меня есть еще один танец и другие разные песни. Не оставаться в стороне от праздника в этот день решил руководитель Министерства труда Мохаммад Ахмадов. Глава ведомства здесь частый гость и почти никогда не приходит с пустыми руками. Продолжая добрую традицию, он и в этот раз привез для работников предприятия новогодние подарки и поощрил их денежными премиями. Такая республика, Йоша, Мосудейское учреждение, социальная шката, она дала широкое мероприятие, еще последнего кадина, так, сона, первый президент Зархович фонда, президент Аймани Нисивин, док, Баркал, Дейл, Ресхла, он дальше мос учреждение, должен бережно, бахкичарно, кигичарно, подарок шайт, на ахчан соуч, да, это вещь, продукты питания, это мос учреждение, тана масара, жимчо вохчо, Дейл Ресхла, албо Баркал Бошо, Дейл Ресхла, Дейл Саад, Дейл Судак Мелехчун, Дейл Мелехчун, Дейл Саад. Большое спасибо Рамзану Ахмадовичу. Благодаря ему у нас есть второй дом, где мы можем учиться и работать. А также хотим поздравить его с наступающим Новым годом. Еще одно учреждение Министерства труда, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, подготовил для своих подопечных театрализованные постановки и музыкальные номера. К организации торжественных мероприятий здесь всегда подходит с особенностью. Итогом стараний сотрудников центра становится настоящее шоу на сцене и радостные лица воспитанников. Праздничная атмосфера воцарилась и в высокогорном Шатое. В местном центре социальной помощи семье и детям провели утренник для детей-правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга, сирот и инвалидов. Для ребят подготовили яркую праздничную программу. Поздравить их с наступающим пришли не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и глава муниципалитета Шадид Чубагаев. شيخ سبورتزال شو جوش بسين شو جوش أخذ تعبيش متيجوش يوم يوش كان يمتيج بيت آخر علامة شوف محبوب شو لقي أثار ووش كده ما كيكي بيرش كارج لقوا دوي قارج الملو بيرش كيشن بيرغ بوخان وإنه كلشن
Детей правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга, и ребят, оставшихся без отцов в ходе недавней спецоперации на окраине Грозного, поздравили с Новым годом в Очхой-Мартане. Здесь они получили возможность не только насладиться подготовленной для них праздничной программой, но и выступить самим. Также от регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова все дети получили новогодние подарки. وده خلقي خزلو وشتاغل وشو تحتشر شكي شو دا شو دقم يلخل شو داخل يرسي دي زردو برخ داخل دي زردو دقي خل شو دا عشكولي دا شو دا ديك ابرزواني يزردو صود عديش متك شي زردسون دا دا مولا إدو أشغل شد دايلي ديوهر دوان ديك خليتا مصر عامل باي داخليتا إخليت أحبي يكشبوطان. Администрация самого многонационального муниципалитета республики также организовала торжественное мероприятие для своих маленьких жителей. Многочисленные подарки, интересные представления и море улыбок. Все в лучших традициях этого праздника. Посмотреть выступление ребят и вручить им подарки прибыл глава района Шамиль Магомаев. Предновогодние торжества прошли и в администрации Грозненского района. Отдел культуры муниципалитета порадовал ребят постановками с участием сказочных персонажей. Также для них провели различные игры, конкурсы и викторины. Победители отметили памятными призами, однако без внимания не остались все остальные участники. Подарки получили все. Хадижат Гугуева, Магомед Сулейманов и Магомед Шатаев. Новости. В преддверии новогодних праздников по всей стране состоялась благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». Так, сотрудники ОМВД России по Урус-Мартановскому району во главе с начальником отдела Рустамом Джабраиловым посетили Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и привезли для его воспитанников новогодние подарки. В свою очередь, в качестве благодарности ребята продемонстрировали свои вокальные и артистические данные. Одним из главных праздничных номеров стала постановка известной сказки «Снежная королева», в которой участвовали как взрослые, так и дети. Рустам Джабраилов отметил, что детям с ограниченными возможностями важны постоянная поддержка и внимание. По поручению министра внутренних дел Руслана Шараевича Алханова, сотрудник Штодона, там детский реабилитационный центр, Узатан елка уж мероприятие берше хаздона намерашка это дон хаш саму одеха хазаушка цани хазханехан саму одела уж райштона мероприятие когда лучше что-то дон хардаст и хардаст. В Итумкалинском и Шатойском районах прошли не менее красочные мероприятия. Центральные елки собрали жителей Высокогорья, которые также ждут возможность загадать заветное желание под бой курантов. С ними пообщался Изнаур Заурбеков. Новый год сегодня добрался и до самых отдаленных сел республики. Дети Итумкалинского района с утра посещают центральную елку, где их ждут Дед Мороз со Снегурочкой. Праздничное настроение, естественно, фиксируется на камеру. Подарки сегодня получили все дети района. Ближе к вечеру здесь запланированы народные гуляния. Детишки очень рады приходу этого самого любимого праздника. Но он продолжается и будет продолжаться допоздна. Я от всего нашего района поздравляю и жителей своего района, и всех жителей Чеченской Республики с наступающим Новым годом. Желаю много счастья, удачи, успехов, здоровья. Жители Шатойского района сегодня тоже отмечают Новый год. Для них сегодня на центральной площади установили елку высотой 15 метров. Люди, конечно, и утром приходили сюда сфотографироваться, но вечером наплыв, конечно же, усилился. Сейчас я нахожусь рядом с главой администрации Шатойского муниципального района Шадидом Жабагаевым. Шадид, скажите, пожалуйста, какое сегодня настроение у жителей района? Настроение приподнятое, как и все предыдущие годы. Шатойский район празднует, как вы видите, в полную. Есть елка, есть Дед Мороз, Снегурочка, раздают подарки. Подарки нам представила глава Чеченской Республики Далсах. Все рады, все довольны. Мы с удовольствием встречаем Новый год. Самое главное в Новом году – это доставить радость детям. Маленькие гости на празднике, окружив Деда Мороза, читают стихи, поют песенки, а некоторые получают свой подарок за чтение суры из священного Корана. Встретить Новый год у центральной елки приехали жители со всего района. Сюда люди приходят целыми семьями, и, судя по атмосфере, что царит здесь, праздник удался.
Дал, издолж, дорилвейн, кельшо. Массу всегда гляснешь, хочешь, мяш дорилвейн, кельшо. Не забыли сегодня и тех, кто встречает Новый год на больничной койке. Пациенты Центральной межрайонной больницы сегодня также смогли почувствовать праздник и получить подарки. Поздравления звучат и в адрес врачей. Я бы хотела, конечно, огромное вам спасибо. Хотелось бы сказать спасибо главе республики, главе Шатойского муниципального района, Шадиду Чабагаеву. Терес Хилмасарна, Тети Анкелшо, има Берка Ташти Анхулил, Бала Дахош. Продолжая празднование, для всех работников администрации муниципалитета устроили банкет. Ну а народные гуляния у елки продолжатся до позднего времени и будут проходить каждый день до 15 января. Из Наур Заурбеков, Булат Баканаев и Юсуп Успанов. Новости. Новый год без пиротехники, что сапожник без сапог, говорят школьники. Петарды, ракеты, хлопушки и бенгальские огни. Все это можно найти в специализированных магазинах. Реализовывать такой товар без соответствующей лицензии строго запрещено. К тому же пиротехника должна быть сертифицирована. Только такая будет безопасна при применении и не грозит испортить праздник. А вот правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы новогодние атрибуты принесли только радость, а не несчастные происшествия, озвучит Зара Хасанова. Салют – главный атрибут Нового года наравне с елкой, однако небезопасный. В Чеченской Республике не установлено ни одного новогоднего несчастного случая. Чтобы не пришлось открывать этот список, сотрудники МЧС в первую очередь провели рейды магазинов пиротехники. После проверки они призывают приобретать салюты только в специализированной точке. В целом состояние магазина удовлетворяет требованиям пожарной безопасности. Вы сами видели продукцию, наличие сертификатов на эту продукцию. В конце этого месяца в Мексике на рынке пиротехники состоялся самый масштабный фейерверк. Фейерверк, который унес 36 жизней. На воздух взлетело 300 тонн взрывчатых веществ. Причина трагедии – несоблюдение правил реализации. Одна взорвавшаяся петарда зацепила все. Халатное отношение к взрывоопасным изделиям ведет к необратимым последствиям. Витрины должны быть устроены соответствующим образом, чтобы покупатель мог только визуально видеть продукцию и никак не мог совершать какие-то действия с ней. Консультант должен доводить всю необходимую информацию, наличие всех соответствующих сертификатов соответствия, инструкцию по применению каждого пиротехнического изделия конкретно. Несоблюдение норм реализации новогодних товаров или контрафактная пиротехника – частая, но не единственная причина плачевных ситуаций. В детских руках даже лицензированный товар может привести к трагедии. Поэтому продавать любую пиротехнику школьникам запрещено. Родители должны следить за тем, чтобы их чада не зажигали даже петарды. А при покупке в первую очередь необходимо проверить внешний вид товара. На нем не должно быть признаков деформации. Нельзя запускать пиротехнические изделия в ветреную погоду, там, с крыш, лоджий, балконов. Определить площадку желательно, чтобы людей можно было на расстоянии до 30 метров отвести. При запуске пиротехнических изделий нельзя наклоняться над пиротехническими изделиями. На расстоянии вытянутой руки зажечь фитиль. Специалисты советуют придерживаться правил безопасности, чтобы последний день уходящего года не стал последним счастливым. Зара Хасанова, Иса Балаев. Новости. На протяжении всего 2016 года корреспонденты информационной редакции и в выходные, и в праздники следили за происходящими событиями в регионе. Достижения, открытия, мероприятия, чем еще запомнился уходящий год. Об этом наши корреспонденты расскажут в специальном репортаже, который выйдет в эфир в полночь. А в 22:00 мы в прямом эфире будем транслировать праздник на Центральной площади в Грозном. А это последняя новость уходящего года. Спасибо, что были с нами. Желаем вам счастья и всех благ в новом 2017-м.